Суд из Таравшана поставил точку в локатском деле, но какую шокировало многих, за что местные жители сбили полицейских на самом деле. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Суд города из Таравшан поставил точку на шумевшем конфликте между жителями села Лакат и сотрудниками местного ОМВД. Сельчан признали виновными в хулиганстве и применении насилия в отношении представителей власти. 4 фигурантов уголовного дела были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Один получил условное наказание, еще один приговорен к крупному штрафу, сообщил 5 октября работник суда города из Таравшан. Среди осужденных дяди несовершеннолетней девочки, из-за которой начался конфликт. Одного из них, Джамалидина Рахматова, приговорили к 3 годам колонии строгого режима. Другой, Гайрат Рахматов, получил 1,5 года условно. 3 жителей села Лакат, Дехкон Абдусамадов, Бурхон Туйчиев и Таллиат Махмадкулов осуждены к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщил собеседник. Еще один фигурант уголовного дела, директор школы села Лакат Исфандиер Урнбоев, приговорен к штрафу в размере 27 200 самани. Суд признал фигурантов уголовного дела виновными в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти, добавил сотрудник суда города из Таравшан. По его словам, суд при вынесении приговора учел семейное положение подсудимых и то обстоятельство, что они совершили преступление в первый раз. Инцидент в селе Лакат произошел в мае этого года. Жители села говорят, что заступились за несовершеннолетнюю девочку. По их словам, 3 милиционеров посадили ее в машину с тонированными стеклами и увезли в безлюдное место, чтобы совратить. Девочка начала кричать, ее услышали соседи, которые работали в поле. Они окружили машину милиционеров и потребовали отпустить подростка, а также сняли эпизод на видео. После инцидента 9 жителей села Лакат арестовали и обвинили в нападении на сотрудников милиции. В МВД заявили, что задержанные якобы препятствовали расследованию некого дела. Позже прокурор Сагдийской области Фуркат Хаджазада сообщил, что инцидент связан с уклонением некого молодого человека, жителя села Лакат, от призыва на военную службу. Сотрудники милиции выяснили, что у молодого человека есть любимая девушка. Они нашли ее и пригласили в ОМВД. После этого сотрудники милиции вместе с девушкой поехали к призывнику, который в это время работал на поле. Там и этот инцидент произошел, сказал прокурор области. Рукияни Юскулова, мать несовершеннолетней девочки, из-за которой произошла драка, ранее заявила, что сотрудники милиции города насильно удерживали ее дочь в машине и делали ей непристойное предложение. На видео, снятом с места происшествия, было видно, как множество жителей села окружили автомобиль с тонированными стеклами, требуя объяснений у людей в форме. Видео вызвало бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Некоторые пользователи потребовали ареста и привлечения к уголовной ответственности сотрудников милиции. Однако суд из Таравшана признал их потерпевшими. Приговор жителям села Лакат, ввязавшихся в конфликт с сотрудниками милиции, вынесен на фоне жалоб и недовольства граждан произволом, неправомерными действиями и злоупотреблением служебным положением некоторыми сотрудниками таджикской милиции. Жители заявляют, что стражи порядка требуют от граждан соблюдения законов, а сами грубо их нарушают. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто на самом деле виновен во всем этом? Почему ответственность несут люди, которые просто хотели защитить подростка? И почему, даже если там было какое-то дело, какое право несовершеннолетнего ребенка сотрудники полиции забирали и увозили в неизвестном направлении в тонированном автомобиле? С ней как минимум должны были быть представители, родители или какие-то другие родственники. Откуда местные жители должны знать, что хотят с ней сделать? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.